ақалақьаҿ иаҳа иахьыԥшӡарҭоу аҭыԥаҿ ҳабла зықәшәоу абри аӷба апроектгьы аргыларагьы авторс иамоу Игор Макар-иԥа Смыр иоуп. Уи ари аԥсы ҭеиҵарц игәы иҭеижьҭеи акрааҵуан абар игәҭакы ахьынагӡахаз. Уажәы Гәдоуҭа цқьала иадгылаз аӷба наунагӡа абраҟа игылазаап. Вообще идея этого корабля, в общем-то, возникла таким образом, когда, я после того, как я прочитал литературу, соответствующую, там того периода, это махаджирство, это трагедия абхазов, она до глубины души задела меня, и мне захотелось вот в этом месте, именно в этом месте, даже не потому, что отсюда, переселение шло, а вот это достойное место, которое, так должно было заполнено быть вот таким, символом. Символ, в общем-то, у памятника каждая, есть свой символ. В настоящий момент это символ перевозчика, который, осуществлял перевозку наших абхазов в тот трагический период начала 19 века. Конечно, вкладывая в это, я, всей душой хотел, показать, что это вот трагедия, это не какая-нибудь видовая площадка, это вот именно то место, где было много слез, наверное, люди покидали родные места, бросали, живность свою, собак, лошадей, застреливали, поэтому как-то это все, шло, в общем-то, не по сценарию, человеческому, поэтому это до глубины души задело меня. Сделал я проект примерно, лет 8 тому назад. Хотя не имея на это никакого буквально, опыта. Потому что приходилось все делать, с колен, как говорится, и поэтому все, что делалось, оно делалось таким образом. Это, кажется, вот такой простенький, объект, но он потребовал к себе столько внимания, столько деловых моментов, которые, это и конструктив, это и архитектура. Надо было сделать корабль обтекаемый, чтобы он имел архитектуру и форму, корабля того периода Колумба. Я взял этот период, чтобы вот архаичность этого корабля, оно сочеталось с временем этим, и как-то, корабль, чтобы не имел вот такую трагическую, такую лицо трагическое, а вот в нем еще и вот современные элементы какие-то появились. Чтобы это было интересно, заходить сюда людям, приходить с детьми, в то же время понимая, что это, не просто видовая площадка и не видовая площадка, а это конкретно, исторический этап, которому уже 200 лет. Колоннаду я расцениваю, вообще это Византия, это период, Юстиниана. Юстиниан был, наместником, Византии, Константинополя, когда он, сумел это. Потом он пришел сюда, в Абхазию, пришел с миссией такой, захватил, 6 век. И, но самое интересное то, что он не порабощал народ. Конечно, дал им знания, опыт, в духовности, начал строить храмы, начал создавать, вот такие места духовные, которые, расширяли, кругозор нашего народа. Вот. Поэтому я взял вот эту часть колоннады как визитную карточку или как просто, багет. И придал этому, кораблю вот этот багет, передняя часть. Это площадочка, она расположена подковообразно, вход, по каменному ковру, если вы обратили внимание. Вот. И, заход на корабль. Полы корабля зеленого цвета, полы, они выстроены таким образом, как и, половая доска, на корабельные. Вот. Потом подход, там капитанский мостик, здесь, штурвал. Штурвал самый настоящий, того периода, начала 19 века. Дальше мачта. Мачта растянута вандами, растянута лестницей, вот это вот лесенки ванные, стропы, которые держат паруса. Паруса подтянуты, потому что он стоит на рейде, ждет следующую, порцию наших, абхазцев, которые, должны покинуть
свою родину. Обратите внимание, вот, она прям идет, значит, так вот накладка, одно дерево на другое, и, значит, так, и линии идеально, ну, они не идеальные, потому что его болтал этот корабль, значит, так, по морю, естественно, все капитально, это в века остается, значит, надолго, поэтому думаю, что он выдержит, значит, удары времени. А вот этот вот, вы сказали, это Это, дети, чтобы да, это чтобы дети смотрели, потому что, ну, подходит карапузик, и он же не вытянет сюда, папа не будет держать. А подошел, посмотрел, значит, так, то есть это видовой, как бы, значит, так, моментик. А этот вот... А это бушприт. И вот это тоже, она считается мачтой, на ней тоже паруса, это передняя часть. Уже из интернета я подключал все, значит. Мы, значит, так смотрели, как эти барабаны строятся, как они, значит, так цепь передают. С той стороны, если, значит, вы этот самый осветите, вы увидите, там якорь. Сейчас название этого корабля, значит, уже печатается, значит, так, в Подмосковье. Будет на золотой, значит, панели, на золотыми буквами. Махамудья. Это первый корабль, который пришел сюда, к этим берегам, с этой целью. Значит, это у Баграта Шинкуба, вот это, значит, так. Да. Последний из ушедших. Вот, значит, так, вот такое название. Как раз вот эта часть, это, значит, штурвал корабля. Вот на этот пьедестал, как вы говорите, выходит штурман, поднимается. Вот здесь ставится, значит, так сказать, редуктор с осью, на него, значит, одевается штурвал. И, значит, так управляет, он отсюда управляет, смотрит на море, управляет кораблем. Я думаю, значит, вот это вот управление, может быть, зациклится кто-нибудь из детишек и станет капитаном, значит, дальнего плавания. Может быть, значит, так это как-то подтолкнет его. Ну, поэтому я и хотел, чтобы это было, значит, так и посещение. Вот здесь по кораблю, значит, так, площадь порядка 45-50 квадратных метров здесь. И здесь, значит, у нас где-то 100 с чем-то квадратных метров, значит, так, это площадь на памятные дни, свадебные, может быть, значит, там дела и так далее. Я думаю, что вот этот хороший обозрев для, так сказать, начала жизни молодым, а, значит, людям, которые уже как бы привыкли к тому, чтобы уже что-то такое менялось в этом, значит, это для них интерес. Два спонсора, вот, я автор этого проекта, значит, мы этот объект ведем с Юрой Гочуа, прекрасным, значит, человеком, патриотом Отечества своего, прекрасный, значит, так, собеседник, уважаемый в городе, значит, так, юноша, для меня он юноша. Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни. Я думаю, что с ним вместе мы можем дальше, значит, так, продолжать те идеи, которые будут исходить, значит, так сказать, от нормальных, добрых людей. Изначально вообще-то родился проект, я его назвал, значит, «Малое кольцо» длиной в 2 века. Я хотел бы, чтобы это было внесено в раздел государственных объектов, памятник Владиславу Григорьевичу. Это уже как венец того, значит, начала, который исходит от Керас, это освободительного вот этого движения до, значит, так, 93-го года. Конечно, значит, так, в проекте существует аллея героев, начиная от Лакоба и кончая, значит, так, Владислава Григорьевича. Вот эта вот линия, которая будет, значит, так, нести определенный, значит, знаковый, так сказать, момент. И это для, так сказать, для понимания того, что мы сегодня владеем вот этой свободой, и что этому как бы способствовало, кто прошел через это, какие герои, не каждый знает. Поэтому хотелось бы увековечить это все. И вот в этой связи вот этот памятник, он спускается вниз, значит, прямо на русло реки, делается тротуар прямо по руслу реки, выходит до морпорта. Выходит из морпорта, поднимаемся сюда к этому кораблю. Этот корабль тоже часть этого проекта, потому что нельзя оторвать одно от другого. Это как бы цепь одного звена или звено одной, значит, цепи. Вот. И дальше переход, значит, отсюда к Кладской трагедии и, значит, дальнейшее завершение уже к музею Отечественной, Абхазской Отечественной войны. Вот это будет малое кольцо длиной в 2 века, то есть начало 19 века, это вот этот корабль, на котором с вами, значит, стоим, и, значит, все остальное.
Я готов привести сюда и инженеров, и людей, значит, специалистов, сделать геологию, все, значит, так, как бы вот это вот улица Героев, и вот мы подходим, значит, так, к главнокомандующему нашему, значит, так, а он в бурке, в белой бурке, по аллее снизу будет подходы, значит, так, и вот так вокруг этого памятника будет стоять, значит, герои, начиная от Нестора Лакоба, Эшба, это и до современных героев. Это в этом ряду, наверное, станут и те люди, кто, значит, вот эту войну сумел, так сказать, организовать так, чтобы нам помощь пришла с Кавказа. Это и Озган, это и, значит, многие такие герои, которых, значит, нет, которым надо было бы тоже таким образом увековечить, как вот этот ряд, идущий от Керас до настоящего времени. Надо делать город не безликим, там с тротуарами, какими-то, значит, там фонтанчиками и прочее, а надо историю пропагандировать, надо культуру нашу пропагандировать, надо давать вот такие импульсы. А история, культура, это же они вместе, это одна целая, значит, чаша. Я профессиональный архитектор, мне, значит, это говорить не стыдно. Я бы привез бы сюда самых современных архитекторов с Европы. Мы бы начали работать. Конечно, это все финансирование, значит, упирается. Вот. Сделали бы генеральный план. Вот такой вот вертушечкой, как вот вы сегодня, значит, там показали нам верхнюю часть, сделали бы аэрофотосъемку, сделали бы, значит, топосъемку. Каждый квартал, каждая улица, каждый тротуарчик, все это ухватили бы, сделали бы генеральный план, и потом уже мы приступили бы к освоению этого генерального плана. Вот мы приехали к памятнику. Это тоже багет. Это багетная рамочка, да, тем героям и тому, значит, так, нашему пространству, в котором мы с вами помещены. Вот, начиная отсюда, вот здесь будет, значит, так, сегодня уже занимаются этим панели, и будут названия городов. Вот здесь Гал, Порчал, Очамчира, потом, значит, Аква, Угдота и Гагра. Вот 7 городов, 7 населенных пунктов. Это вот наши заводи, вот эти морские. Мы с вами стоим в море. В море, да. А верхняя часть большими буквами, золотыми, на фоне вот этого неба, Апсны, прямо над вот этим, значит, над этими хребтами, над всеми, будет, значит, так вот такое, вот такой вид. Мы проходим это, подходим к рукам. Руки, держащие сердце. Это эпос с Горького. Когда, значит, Данко вырвал сердце и вывел людей к свету, к счастью, к свободе. Это вот флаг Абхазии. И они вот на этих тумбах, что вы видите, да, сегодня уже должен был приехать человек, а вот уже приехал. Привезли облицовку этих тумб черным гранитом. И сверху, значит, будет такая крышка. На этой крышке, значит, так, их имена, фамилии этих героев, ребят и лица. И вот наши герои тоже у флага. Они вот нашу свободу и нашу независимость вот этим флагом, да, как бы обозначили. То есть дали настоящую свободу. Та свобода, которая, значит, сегодня дает нам право, наряду с теми большими государствами, как Россия, входить в определенные контакты, это уже чисто политически. И тем не менее, это все, значит, благодаря вот этих ребят. Значит, Автор проекта вы. И еще и скульптурная композиция.
Вот эти руки тоже, значит, так. А вот эту женщину делали И тоже. руки сколько. тоже вы Да, сами. эти руки тоже, значит, так вот. Вы Руки, скульптор. сердце. Вы знаете, я скульптор вообще резьба по дереву. Это законченная форма, она оживляет этот комплекс. Или он был бы пустой, или в нем появился отец, значит, так, героя, который не просто, значит, это, вот его глаза, выражение лица, значит, так, оно трагическое, оно суровое, оно неподкупное, оно не злое, но уже, значит, как бы смирился с этим, значит, что вот на самом деле он потерял, значит, сына, но во благо Отечеству. А это автор, значит, есть такая Трап Шмиля. Здесь надо немножко еще поработать над руками. Вот они поработают. Ну так, в принципе, эта женщина, супруга героя, или его, значит, так сказать, женщина, жена, значит, пришла поклониться, значит, в честь вот этого открытия этого памятника, возложения, значит, так сказать, цветов. Вот она, значит, это сейчас как бы вот в этом общем контексте. Вот эти скалы, значит, сложил я. 2,5 месяца я, значит, тут лазил с мастерком. Мне подавали эти камни, подавали валуны, я их раскладывал таким образом, чтобы, значит, показать вот именно в эту динамику. Сейчас мы находимся с вами в задней части, значит, так сказать, вот этого комплекса. Те, которые зайдут оттуда, отсюда они могут выходить и на улицу, да. И туда фонтан, ночью будет это подсвечиваться все. И это подсвечивается, и та сторона будет подсвечиваться. Сейчас, значит, инженер светооформитель, он занимается этим вопросом. Это как столбы пограничные, это как ребята, которые охраняют эту, значит, вот эту землю. Остановись, поклонись тем, кто отдал свою жизнь, напоив своей кровью природу за счастье твое и свободу. Это будет вот здесь на русском языке, перевод на абхазском, сверху абхазский, ниже текст русский, вот, и там будет, значит, так, автор этого проекта, значит, ну, если спонсоры, значит, это, значит, спонсоры тоже. Сейчас мало кто читает книги, мало кто читает газеты. Вот все хотят, значит, там, я не знаю, электронные дела, там вот эти компьютерные дела. Да, можно ставить фильмы, можно ставить, значит, это, но к классике мы не можем вернуться через электронную передачу. Мы можем вернуться только к прочитанному, потому что это развивает, значит, мозг, это развивает интеллект, это развивает, значит, так, человека, как человека в его воплоти. Памятник летчикам. Вот здесь опалубка, это все, это тоже моя, значит, авторская работа. Вот эта геройская звезда, вот там, значит, практически вот как летчиков, значит, не отмечены они, значит, в нашей истории, в абхазской. Это и 41-й, 45-й год, это 92-й, 93-й года. Конечно, и сам памятник тоже обветшал. Это место, второе место сходки революционно настроенных крестьян. А мы находимся на трассе на 55-м километре, значит, по движению город Сухум. С правой стороны флаг, который был, значит, в 1982 году построен в честь Киразовскому движению. Флаг, значит, был не просто поставлен, а вот именно здесь была поднята и идея, и инициатива о поднятии флага Киразовскому движению. На этот сход, на этот сбор был приглашен, значит, коммунист по фамилии Поярко, он же, значит, командир отряда, который объяснил нашим, значит, крестьянам, людям, значит, борющимся за свободу от меньшевизма, вот, объяснил, как все это делается, как это в реалии, значит, можно воплотить и все остальное. Но я еще удивляюсь, что 40 лет он стоит. Через 10 лет он развалится.
А если это никому не надо, значит так, ну что надо тогда? В 1982-83 года до 86 года я работал главным архитектором Гудаутского района. И в этот период, значит так, осуществлял строительство памятников истории, памятников истории Киразовскому движению. Одним из таких памятников революционной славы есть памятник Киразовскому движению в селе Джерхуа. Вот сейчас мы с вами едем к этому месту, будем проезжать правление колхоза, сельский совет. Дорога шикарная. Спасибо руководству страны. Вот мы едем не по ухабам, не по кочкам, вот, а едем по асфальтированной, гладкой дороге. Вот что осталось от тех, так сказать, этого вот корабельные цепи. Это все надо восстанавливать. Вот это глыбы, это исторические, значит, личности, вот эти глыбы. Вот эта стела, которая выходит, значит, в верхней части, она с задней части, она рваная. Она, то есть, тоже напоминает, как бы это. И вот тут, значит, прописано по-абхазски вот то, что это... Нестор Лакоба и Напхарала, и Мяпкан, Гудаутапи, Анхавюжлар, Хатарнак, Чарей, Зараду, Аррат, революция, Тхейткала, Кера, Зайчка, Араз. Вот, прекрасно. Да, вот это место. Вода – это жизнь, это продолжение. А камень, он помнит, это история. Если это не личности вот в таком изображении ихнего, там, сказать, лица на этом камне, это камни, вот эта история. Возган Константин Константинович, Акпи Хунтебе и Хамаз Ирекун. Яра бри Абаси Пшиқаз Аргылараква Дрыдгылавизма Мамзарги. Уям такой, нам-то, значит, у вас он и Хацетуп, абрия период. Абре турых апсу и турых апсу ямта. Уй сосудим из избос ускан, значит так, абриямта, зера и компартия, убаса партия и гид, и ахцару, значит, цара, специалисты, наш абре сахатых еб, абраса арган. Аберта хайку бзипта, абассалгона, хайку значит экрана дына, что я это сказал, абертя газа брана, что вас и купера. Я рахахку ялш хвазарак харан. Я хаяпна гахаш иду, да, иду и хочу, и у нас гена адзай вот, а уже что труба гибаза, хлоп, я значит вадгор, абра труба кая вот из бота уже зуб хасов. Абриги, абриагана, абанган лаги, значит, аброкун дерхизос, абриртып лакобадан, эшбадан, арейко, значит, так, важлар, он ишвайша зрио, а турх илызкао, абстазар абзизбо, ари абситазаро, абситомцер, елахо. Абриадзе яю, азизцу, значит, абриадзе, а вот хуа яю, вот за туп. Абриги, значит, хшикечка, а туп. Ери язык вала. Ома, да. Уира шам квартира, акушмашин хоги, значит, так, я хлоп что за. Идрыцкий. Арбах яхакуш да. Я хазу ёб, байхым падакераз иштыхтуп. Ма, значит, схохош, значит, так, абрикеразар. Амзер иштыхтуп. Шарапа батую, штрала. Штрала вообще кулан рухат. Шарапулан. Кулан рухат. Я поступил в Черкасский общетехнический институт, затем я распределился в Симферополь, в Крым. До армии я уже работал в реставрационном управлении заместителем со званием лейтенанта, приступил к строительству, значит, там в Крыму, вот какой-то отрезок времени, потом, значит, приехал сюда. То есть я пришел тогда, Озган был первым секретарем, и вот он, значит, отправил тогда год, стаж должен быть партийный. И вот этот год я отрабатывал на РИЦе главным инженером с 82 года
6 лет работал главным архитектором Гудаутского района. Нужен твой опыт, нужны твои качества там какие-то. Вот. Ну и вот так я там, в этой Москве, значит, и остался. Ну, скажем, по мере возможности, по силе возможности мы помогали, значит, так, стране в это, значит, в это время. Вот наша лошадка. Ария, ашталадзумшта, аважлаш, вот, значит, на собор рештора. Я его отзывжет, и гиот, значит, так, я люби город Гудаута. Это я почти практически во всех памяти. Абра я хлопшо, ну я хаб, абартаважл рабрин хору. Это ли бхизба, ядза хлыржот. Ари бхизба зизко ханлоп. Урус филейтаугазер, мать земля, она кормит нас тем, чем она обладает. Вот такая трогательная материнская сценка, видите? Она подлезла, мамку сосет, а это, значит, так, а она хребет ей лежит, мать. Сын Божий, прими эту силу, что жажду снимает прочь. Нам Божью любовь и матери пылу вернуть бы со временем смочь. Что? Ай, Это село Приморское, Гудаутский район. Я автор этого проекта. Протянул эту руку, значит, так, когда прощались, и мне вот через меня прошел вся эта беда, весь вот это, значит, так, вот эта трагедия вот этой войны, потому что отец рассказывал нам, значит, про эту войну. А и что, все отец участник был войны, да? Ваш? Да, был участником войны и награжден. Это звезда. Звезда как пирог с раздвинутыми сегментами. Такими вот. Когда вот эту звезду соберешь до кучи, да, и мне надо было делать коридоры, проходы и так далее. Я ее беру вот так вот ножом и разделяю. И, значит, так и получились сегменты вот такие вот. Но вот это вот, значит, напоминание, это землянки, проходов, вот этих, значит, военных, да, вот, значит, давящих немножко, а потом уже выходишь на это место, и здесь вот имена, значит, так, погибших. Если вы обратили внимание, коридор просвечивается, видите, вот с каждой стороны, вот оттуда просвет идет, значит, так, и вот такие высокие. Если обратили внимание, вот отсюда мы проглядываем вот эту секцию, эти имена. С той стороны мы это, с той стороны мы эту проглядываем. Она, вот эти 5 этих сегментов, они дают возможность, значит, это вот вертикальный срез. Значит, нужно кому-то, вот это, нужно было кому-то, и сегодня нужно кому-то. Правильно, есть места, значит, где происходит точка отсчета. Если это не точка отсчета, по крайней мере, значит, так, это место святое, где, в общем-то, происходит что-то в душе. Когда, значит, так, когда ты читаешь имя вот близкого себе человека, когда ты приходишь сюда, значит, поклониться еще раз, что ты сегодня живешь на этой земле, благодаря, может быть, значит, этого человека. Понимаете, много вот навеивает. Есть промежуток малый, быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Ну, естественно, я сделал проект. Вот. И, в общем-то, опять, если вы видите, значит, опять Юстиниан.
Вот. Пальмы эти были приобретены. Вот. Это вот эти вот кадушечки, в которых они стоят, это, значит, колодезные кольца. Значит, опустил туда вниз, засыпал грунтом, посадил эти пальмы. Вот они у меня уже 4-й год здесь. Они уже были большими. Вот. Здесь, значит, так вот парковая зона. Сейчас мы с вами в парковой зоне. Она обозначена, значит, вот этим брусчаточкой. Если обратили внимание, люби город Гудаута. И здесь, значит, повторилось. Вот. Теперь храмовая площадочка. Вот это вот храмовая площадка. Вот часть от того храма, что осталось. Причем, что самое интересное, значит, так, вот этот крест, это греческий крест. Значит, застройка Анухой производилась, значит, так, греками, русскими греками, значит, которые оттуда построили новый Афон. Это воин, это дух воина, значит, так, в нем вот сидит, это собирательный образ. Это... Тоже лабаща? Да, опять лабаща, да, потому что такое лабаща? А лаба, аща, это оружие. Это можно было этой палкой высекать, значит, так сказать, врага своего. Можно было его, значит, так сказать, ударить. А дальше это опора, это мушкет. Поставил, значит, так и на охоте. Вот эта вот часть, вот в этой части ставился мушкет. Сколько времени вы работали? Работал, наверное, с полгода. С полгода. Да. Вот на него у меня есть стих. Поступком своим ты бессмертен, ты свят, пред Богом стоящий в храме, что не дал сражить в сражении земли моей 5, дух воина, застывший в камне. Время берет свое. И вот это как бы колонна, срезанная, поломанная колонна. Вот этот ригель, он не дошел, тоже сломался. Там вот это все, значит, так взято вот таким образом. А это царская беседочка. Она в классификации вот этих беседок называется ротондой. Ротонда. Я еще продолжу туда метров 40. Вот так же. Пальмы у меня забронированы, все, значит, так, я оплатил 3 года тому назад. Я ее продлю до, значит, конца своего, значит, там, забора. Все, а дальше уже пусть, значит, город думает, пусть думает дальше. Солнце на закате в море медленно тонуло, оставляя за собой багрово-красный след. И вскоре все уснуло, лишь ветер, шалун появился, он к морю черному спустился, взъерошил гладь морскую и к небу взмылся. Тучи перисто по небу разбросал, темно-бархатистым покрывалом небосвод заслал. Лишь месяц новый над землей взошел, пройдя сквозь тучный мрак, корона яркой засверкал. Это вот то, что это лирика, это было далекое-далекое. Вообще. И давно вот это стихотворение вы написали? Очень давно. Вообще. А вы помните, да, свои стихи? Ну, нет, я вот последнее, что пишу, я много пишу, и поэтому я написал и положил, написал и положил. Вот сейчас одно из таких я, значит, так вам прочитаю. Вот там дома, они как раз отобраны. Я думаю, понравится. Я люблю писать, я люблю чертить, вот это я черчу, я прям, ну, могу и день, и ночь. Она мне говорит, я утром встаю, говорю, кофе, значит, приготовил, она пока приготовила, а я уже там уже над проектами сижу, значит, это в органе. Ну, кофе застыло, ничего, Мариночка, еще подойду. Она уже холодная, я подошел, значит, там выпил холодное кофе, и опять, значит, так, свои дела, опять, то ли на памятник надо поехать, там с кем-то встретиться, там, значит, это. То есть вот такая заботливая и в то же время востребованная жизнь. Это, значит, так, пишу для души. Это тоже сейчас готовлю, значит, под книгу. Я уже, значит, так, ну, небольшую, и тем не менее я уже почти готов. Мой друг, собираясь в дорогу, помня цель, ничего не забудь. Но если, увы, не бросайся в тревогу, не вини никого, не теряя дороги суть. Этот миг для тебя будет в зрелость, помни, жди и во благо трудись, осознав, что терпение – мудрость,
улыбнувшись, с судьбою смирись. Творца творения рук, творя не уставай любить, Творца творения рук, его воздав словами, в колокола не уставая бить, трудись, как вол, гремя цепями, поступком добрым отзовясь, любови Божьей в меру запасясь, забудь, не жди, не торопясь с ответом, тогда получишь все сполна, когда нуждаться будешь в этом. Мост в добро. Нужны нам мир, любовь и созидание. Не понимают то, что лесть и унижение, снимая маску зла, под ней в надежде увидеть оправдание, скорее находят более шум, тем сокращая земное пребывание. Мой сын, путом хлеб заработать мечтай, разделившись с семьей с врагом, не страдай, мудрым будь, видя дел твой простой, когда на кон поставлено здоровье, стой, не повествуй простым набором слов, и не страдая страдальцем, представляясь вновь и вновь, и лишь познав страдания, трудность и любовь, скажи, и тогда попал не в глаз, а прямо в бровь. Услышав в адрес своей лести поругания, не торопись взлететь или упасть в отчаяние. Будь честен, смел и не лукавя прост, тогда, мой сын, со зла в добро ты строишь мост. Да, мне сказали, что вы еще и рассказы пишете. Да, мы пишем. Да, и короткие рассказы. Но как-то я себя, значит, до стихов поймал о рассказах. Потом посчитал, значит, ну, опять-таки, это все не случайно. Все случайно в природе не бывает. Вот, все это закономерно, все это, значит, как бы по графику. Оно идет, значит, от нас независимо, либо зависимо от нас, значит, так, но мы уже готовы к этому. Поэтому сложно сказать, значит, так вот, как это все приходит, и как, значит, это можно как бы оправдать или найти вот в этом зерно. А вот скажите, когда вы пишете стихи или вы когда строите, что больше вам нравится? Сложно поставить на чашу весов, значит, так, поэзию и архитектуру. Мне кажется, это все одно и то же. Наполнив смыслом жизнь свою сполна и до краев налив бокал янтарного вина, познав свой мир и спив сосуд с любимою до дна, умея верить и любить, не напрягаясь до красна. В порывах мыслей, приходящих снова ликуй, рождение смысла новых слов не отгоняй, поняв их глубину и важность, применяй. Познав плоды труда, не возносись, не ускоряй. Услышав мысли неправильный ход, сумей найти в водовороте слов разумный код. Угол зрения, данный тебе в муках, не меняй. Даже если друг скатился в пропасть, словом Божьим его вызволяй. Судьбы удара в грудь умей держать, чтобы устоять. Чьей страны и семьи стремись две руки удержать. Не разобравшись понаслышкам, не суди, а недруга встретишь в пути, сумей красиво обойти. И пускай не блещут вещи на тебе, пусть пылью покрыт будешь часто, и если не печешься сильно о себе, за друга рядом встань, когда ему непросто. Люби и землю, и людей, не будь судьей, а человеком быть сумей. Реализуй фонтаны идущих из души идей, служа и Богу, и народу, умом владей. Ауаҩытәыҩса икәша-мыкәша, абзиа иаҿу, абзиа ус мҩаԥызго, ихҳәааны ажәа бзиа аҳәара маҷк иҳагзар ҟалап. Иахьа ҳара аҭыхрақәа ахьымҩаԥаҳгоз, Гәдоуҭа ақалақь аҿы инхо Игор Макар-иԥа Смыр, гәылагьы ԥсылагьы икәша-мыкәша иҟоу аԥшӡара, иҵегь аԥшӡара иазҳандаз ҳәа аусура даҿуп. Ара иацуп иара ихшыҩ, игәы, иԥсы, иара убасгьы ихатә харџь. Сгәы иаанагоит иахьа ишәҳарбаз акадрқәа ирыбзураны, ари аус бзиа иаҿу, ус бзиоуп иацҵала ҳәа иазҳәаша ҟалап ҳәа. Иара убасгьы иеиҵагыло абиԥара, ари аус иаҿыԥшны, дара ахьынхо аҭыԥқәа рҟны, убыс еиԥш иҟоу, иԥшӡоу аусқәа мҩаԥызгаша ҟалап ҳәа.